Шалбан Валерьевич, спасибо большое, что посетили нашу республику. Вам спасибо за приглашение. У вас впечатление после сегодняшнего пленарного совещания? Ну, вы большие молодцы. Не только смогли поднять такой непростой вопрос. Новый закон – это всегда новые реалии. И очень важно, чтобы этот закон осознавали, понимали. И прежде всего те люди, которые претворяют в жизнь этот закон. Но и все законы мы стараемся делать для народа. А значит, чем больше людей будет вовлечено в реализацию этого закона, тем лучше она будет в жизни являться для реализации как жизненный закон. Поэтому то, что Якутской думой здесь организована вот такая научная конференция, на мой взгляд, это достойное уважения. Спасибо всем тем коллегам, которые приехали с разных регионов. И здорово, что у вас есть прямые связи с ними. И Тюмень, и Рязань, и Сталинград, Волгоград, и другие коллеги прибыли. Мне показалось, что это лишняя характеристика, что вы очень сплоченны в своей работе. Так держать. А по закону, который мы реализуем, я сегодня услышал позицию главы Якутии, и Айсен Сергеевич сказал о том, что на этом этапе двухуровневой такой организация местного самоуправления будет сохранена. Скорее всего, он исходит из реалиев, из с той территории, которая сегодня есть, и я его воспринимаю. И действительно, мне кажется, на этом этапе это более правильное решение. Я думаю, что он исходит от своего позиции общения со своим населением, избирателями. Вы знаете, обсуждая эту тему, прежде всего, мне бы очень хотелось, чтобы мы говорили, и даже говоря об одноуровневом уровне, в такой форме организации самоуправления, очень важно, чтобы мы слышали мнение населения. И в этом отношении досужие мнения говорят о том, что будет меньше депутатов, меньше представительства администрации в тех отдаленных селах, населенных пунктах. И вправду, действительно, такая настороженность некоторая есть у нас, у законодателей. Но между тем в этом же законе предписывается, чтобы в этих районах, населенных пунктах были реализованы общественные советы. Те депутаты, которые будут освобождаться со своих должностных обязанностей, я более чем уверен, что этот резерв нужно и этот потенциал нужно сохранить. Есть возможность нам организовывать общественные палаты, есть возможность реализовывать и общаться со старостами, как теми формированиями, которые будут отражать мнение людей. А вообще говоря, очень важно, чтобы представительные органы власти, прежде всего муниципальной власти, они отражали весь спектр мнений населения. Это значит, лишний раз как раз подчеркивается та тема, которую сегодня вы здесь подняли, это роль местных представительных органов. И депутаты, которые будут мобилизованы, прежде всего, прямыми выборами избирателя, чтобы они соответствовали тем чаяниям людей. Значит, в этом отношении очень большая роль выборов становится в этом вопросе и выборного законодательства, объективности проведения выборов, соответствие законодательства тем требованиям, которые предписываются объективности выборов и многое другое. Я очень хочу, чтобы реформа местного самоуправления она способствовала прежде всего доверию населения тем решениям, которые власть принимает. Так и должно быть. Для этого мы этот 31-й закон принимали. Шалбан Валерьевич, а вот большую полемику вызвало положение закона о том, что главы муниципальных образований будут избираться депутатами, в частности, якутские депутатами городской думы по представлению главы республики. Вот что бы по этому поводу вы сказали? Вы знаете, какой-то великий человек сказал о том, что выборы – это, конечно, хорошо, но, вернее, он сказал о том, что выборы – это не то совершенство, которое должно быть, но это то, что придумано сейчас человечеством. И я согласен с этим мнением. Знаете,
И тот вариант, который предложен через представительный орган, он тоже жизненен. И в этой ситуации, про которую вы сказали, когда высшее должностное лицо представляет свою кандидатуру, это тот самый случай, когда выборное высшее должностное лицо берет на себя ответственность за взаимодействие и за ту ситуацию, которая развивается в муниципальном образовании. Поэтому я думаю, что она тоже жизненная ситуация, которую нужно реализовывать. Закон дает такую возможность. Там 3 разных варианта. И эти 3 разные варианта вполне отражают легитимность. Но мне показалось, что данный федеральный закон наконец-то говорит об ответственности народных депутатов перед населением. У меня такое создалось впечатление. Большое спасибо, она так и есть. Прежде всего, это поднимает уровень ответственности депутатского корпуса перед своими избирателями. Не так, что один раз избрался, и через 5 лет, что называется, наступает ответственность. А именно с первого дня избрания этот человек несет прямую ответственность перед своими избирателями, перед своей территорией. И в этом отношении ему дается не только ответственность, но и права. Права по принятию решений от имени своего населения. Ведь не случайно законодательный орган называется представительными. То есть мы представляем своих избирателей, свой народ во власти. Мы, образно говоря, не являемся чиновниками. Мы являемся людьми, которые от имени народа делегированы сюда, чтобы следить за бюджетными деньгами, определять приоритеты, определять кадровый состав исполнительных органов власти, вести контроль за реализацией законов, принимать эти законы и так далее. Поэтому в этом отношении вы совершенно правы в том, что депутатский корпус, именно роль его здесь становится совершенно высоким. Это правда. А чем примечательна сегодня встреча? Мы говорили о новом федеральном 33-м законе, который вступил в силу 19 июня текущего года, но, понятно, все то вступило, кроме полномочий чуть позже. Мы обсуждали все эти вопросы сегодня и делились своими практиками. И полагаю, что еще будет не одна такая площадка, на которой мы будем обсуждать все то, что необходимо сделать. Вот если говорить про Тюменский регион, я представляю Тюменскую область, то нами сегодня в рамках представительного органа исполнительной власти города Тюмени организована рабочая группа, в которую вошли представители и администрации города, и представители нашей Думы, и, соответственно, юристы, и финансисты, и орговики, где мы будем обсуждать все те свои намерения, которые необходимо сделать в рамках нового федерального закона. Понятно, что сегодня мы ждем принятия нашего субъектового закона, и только потом зайдем в изменение нашего устава. Но при этом сегодня мы имеем некую рабочую карту, по которой мы уже начали двигаться, и буквально на думском заседании, вот буквально позавчера, мы ряд некоторых таких небольших вопросов уже с точки зрения изменений существующих нормативных актов уже, что называется, подработали, переработали и внесли, и утвердили. Поэтому процесс уже запустился, и в этой теме будем продолжать работать. 33-й федеральный закон, он на самом деле очень непростой. Он, вы знаете, создавался довольно-таки долго. Было очень много полемики, обсуждения. Должны были принимать в определенные даты, откладывали, потому что было очень много поправок и обращений жителей в том числе. Но хочу сказать следующее, что точно он направлен на то, чтобы улучшить качество жизни наших граждан. Это самое главное. И, конечно, их благосостояние. То есть то, ради чего работает, скажем так, вся власть. И очень важно, что было отмечено, что нам, если есть вертикаль власти, есть ответственность губернаторов, глав республик перед своим населением, но я думаю, что правильно, что они имеют возможность предложить своих кандидатур для того, чтобы управлять регионом уже эффективно. То есть это те люди, кому он доверяет. Конечно, это депутатский корпус будет рассматривать и беседовать с этими людьми. Конечно, он будет высказывать свое, альтернативные давать предложения. Но это отражает сегодняшнюю нашу действительность. И хотелось бы сказать, что любой федеральный закон такого уровня, это не окончательное решение. То есть это живой организм.
есть изменения. И именно 33-й федеральный закон, я думаю, он появился потому, что к этому созрело общество. То есть необходимо делать изменения, необходимо откорректировать уставы, необходимо полномочия главам муниципалитетов дать, ну и, конечно же, депутатскому корпусу, как представительному органу, тоже определенные обозначить новые какие-то функции. То есть, чтобы у нас сегодня очень важно, что такую значимость депутатскому корпусу на муниципальном уровне. Вот мы прекрасно понимаем, о чем речь. Ее нам очень не хватает, да, в том числе там необходимая финансовая поддержка именно работы муниципалитетов. Мы знаем эти все проблемы. Конечно, мы сегодня о них поговорим еще дополнительно на наших общей встрече. А хотелось бы поблагодарить организаторов. Конечно, Якутия встретила сегодня совершенно необыкновенной погодой. Мы не поняли, что мы приехали на север. Здесь настолько тепло. Я уверен, что к этой встрече постарались все жители Якутии, чтобы создать такую атмосферу, чтобы мы были удивлены. Ну и, конечно, всем пожелать эффективной работы и продолжать свою эту деятельность на единение нашей огромной страны, потому что нам, конечно, приятно то, что мы с вами все работаем над тем, чтобы нам жилось лучше, хорошо, да и чтобы мы обязательно победили. Не переживали по поводу того, что будут выбирать, в смысле, согласовывать главу исполнительной власти. У нас в Рязани это делается давно, и это усиливает контроль депутатов над как раз главой, который избран депутатским корпусом, подтверждены его полномочия депутатским корпусом. И в данном случае контрольные функции представительного органа значительно возрастают, как и возрастает ответственность представительного органа. Депутаты все равно избираются народом, у них встречаются каждый раз и могут активные депутаты практически в ежедневном взаимоотношениях со своими избирателями и услышат все, что в данном случае неправильно делается. И это перенесут на площадку совместных заседаний с администрацией, с тем же главой администрации, которого они избирают. И я думаю, что это значительно повысит ответственность главы администрации города перед людьми, хоть и через депутатов. И вопрос, конечно, кто заключил сегодня соглашение? Что вы ожидаете от этих соглашений? Давайте я скажу, так как мы два соглашения. Тут Светлана Владимировна предложила заключить соглашение с Тюменской городской думой. Нам очень интересен опыт Тюменской городской думы. Даже сегодня, послушав ее выступление, я уже вижу те точки соприкосновения, которые могут быть в дальнейшем. И естественно, мы посчитали, что если мы едем в Якутию, наша делегация, то мы обязательно должны заключить и с Якутской городской думой, потому что как раз Альберт Никандрович, он достаточно хорошо известен, и на федеральном уровне он общается в рамках ВАРМСУ с многими главами, и опыт Якутской городской думы, я думаю, будет очень полезен для рязанских депутатов. А что касается практик, вот мы с коллегами начали встречаться, действительно обмениваться опытом. И вот уникальный сегодня якутский опыт. Вот я не помню, чтобы глава региона присутствовал на наших встречах, заместитель председателя Государственной Думы. Тут представлены практически все уровни власти. Глава региона, Государственная Дума, председатели представительных органов власти и исполнительной власти, глава города присутствовал. Как раз мы вместе за одним столом смогли рассказать друг о друге, поделиться своими уникальными практиками,
И самое главное, что в последующем, слыша друг друга, все ветви власти, эффективно работая, могли и, соответственно, улучшить благосостояние наших жителей. Татьяна Николаевна, руководителя Рязани, это колоссальнейший опыт, это опытный человек, поэтому для меня лично очень важно получить обратную связь от очень уже авторитетного, очень опытного человека. И потом, Рязань – это же город истории, поэтому, конечно, нашему городу будет это интересно. Ну а в год 80-летия Великой Победы нам почетно заключить соглашение о взаимодействии, о совместной работе, конечно, с Волгоградом. Поэтому я благодарю наших коллег за то, что они согласились на наши предложения, и надеюсь и уверена, что тот опыт, который имеет и Рязань, и Волгоград, пригодится городу Тюмени. Ну а то, что имеем мы и знаем мы тоже всегда поделимся, покажем и расскажем. Поэтому приглашаю всех в гости, и всем огромное спасибо. Ну и, конечно, мне хотелось бы тоже сказать, что город-герой Волгоград является центром патриотического воспитания. И очень важное соглашение, которое мы подписали между Думами, и особо приятно, что между Думой, городской Думой Якутска и городом-героем Волгоградом. И хотелось бы, чтобы мы обменивались именно и молодежью, и чтобы обязательно приезжали люди на нашу героическую землю, тем более Мамаев курган, он очень знаменит, и на Мамаевом кургане сейчас установлена стела в честь погибших и воевавших якутян на Сталинградской земле. Поэтому добро пожаловать, приезжайте, пожалуйста, будем сотрудничать и развивать нашу Россию, наш регион. Что мир, дружба, все дела. Спасибо.